Да, на самом деле сегодня проходит очень важное мероприятие e-commerce Expo. Почему Expo? Потому что мы хотим донести все выгоды цифровизации в понятном для людей доступном языке. То есть люди попробуют сервисы финансовые, люди попробуют увидеть возможности логистики, альтернативные пути доставки. Люди познакомятся, пообщаются. Будет очень много интересного, полезного. В то же самое время мы увидим, услышим друг друга относительно мнения разных сторон, как нам вместе развивать электронную коммерцию. Это очень важно и для потребителей, потому что для потребителей это большой выбор товаров, это низкие цены, это удобство получения товаров. Это очень выгодно для государства, потому что это безналичная экономика, это прозрачный рынок, это налоги, это поступления, это новые технологии, инновации. И это очень важно для предпринимателей, потому что для предпринимателей это прежде всего огромный большой рынок сбыта товаров. I think the forum is two things, obviously. For me and some of the team who are not here, to meet local representatives of the economy here is very important. And number two, I think what we're expecting is for the digital economy obviously to grow in Kyrgyzstan, for Global to be part of that, and for us to continue and invest in the growth here, which is very important for us. Открытие бондовых складов на территории Кыргызстана улучшает показатели доставки на 4-5 часов по всей, допустим, России, Казахстану и всему центральноазиатскому региону. И вот что относится к цифровой экономике, допустим, в жизни вы же не можете дать там сдачу там 0,11 тынов, да? Вот, допустим. В электронной коммерции такие феномены, то есть таких ограничений нет. Все происходит в цифре, вы можете делить и, так сказать, единицу, и скорость мгновенно возрастает. То есть процессы, они не гонятся за маржой, за каждой сделкой. Они держат маржу в объеме. Поэтому мы говорим о 23 триллионах объема электронной коммерции по миру. Да. Путем государственно-частного диалога нам за последние годы получилось провести очень много таких вот базовых мероприятий и принять меры, которые дадут основу развития электронной коммерции в Кыргызской республике. Мы смогли создать нормативно-правовую базу для развития электронной коммерции и смогли внедрить стимулирующие налогообложения, преференциальные меры смогли принять. И третье, это та рамочная программа была принята, которая определяет на среднесрочный период развития электронной коммерции в Кыргызской республике. Конечно же, понятно, что электронная коммерция является одним из самых основных стимулов, двигателей развития безналичной экономики. Важность развития безналичной экономики для любого государства, в том числе для Кыргызстана, состоит в том, что каждый процент увеличения безналичных оборотов по сравнению с наличными приводит к соответствующему росту бюджетной налоговой базы. Это значит, что государство может собирать больше налогов, это значит, что государство может обеспечивать социальные выплаты и так далее, и так далее. Поэтому развитие безналичной экономики очень важно для страны. А мы, как компания, которая работает в Кыргызстане, и знаете, мы говорим, Visa – это глобальная компания, но Visa очень гордо кыргызская компания. И мы очень гордимся тем, что мы присутствуем на этом рынке, поэтому для нас очень важно, чтобы страна развивалась как можно более успешно. Поэтому поддержка такого форума, где мы можем поспособствовать созданию платформы, на которой собирается столько представителей рынка, столько представителей разных направлений этой работы, которые могут здесь пообщаться, поговорить, договориться о новых проектах, подумать о том, как мы будем двигаться дальше,
Мы считаем, что это очень важно, поэтому мы были счастливы выступить генеральным спонсором.